Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Канаш принял участие во всероссийском конкурсе «Исторические поселения и малые города». Цель – благоустройство территории городов с численностью до 100 тысяч человек. Финансовое вознаграждение городам-победителям будет составлять от 30 до 100 миллионов рублей, рассказывает Марина Баринова. За право реализации своего проекта нашему городу еще предстоит побороться. Проект должен быть современным, креативным, так как номинаций, в которых будет представлен Канаш, самая многочисленная. И здесь очень сильная конкуренция. Только из Чувашии нашими соперниками стали Ядрин, Шумерля и Алатырь. По результатам конкурса Канаш сможет претендовать на получение 80 миллионов рублей не только по линии федерального конкурса, а также финансовую поддержку со стороны Минстроя Чувашии по программе «Комфортная городская среда», рассказал руководитель Центра компетенций по развитию городской среды Этнер Егоров. У Канаша громаднейший потенциал. Я хочу напомнить жителям города Канаша, что именно здесь формировались смыслы всей Чувашской республики, и, может, даже всей России. Я сейчас вспоминаю фильм Говорухина, который здесь снимал свои первые кадры. Я вспоминаю историю с тем, что город Канаш мог быть когда-то столицей Чувашской республики, а фактически сегодня является железнодорожной и логистической столицей Чувашской республики. И здесь, как бы парадоксально ни звучало, здесь живут самые креативные творческие люди. Чтобы иметь представление о том, каким хотят видеть свой город канашцы, и был проведен проектный семинар. Федеральные власти решили задействовать эти города в этом замечательном конкурсе по комфортной городской среде. Ну, тем более наши города Чувашия, это тоже их не так много, но они все прекрасные. Канаш в этом плане выделяется очень сильно, тем более он идет по категории до 100 тысяч населения, то есть одна из самых таких серьезных категорий в этом конкурсе. Я думаю, что при наличии хорошего творческого коллектива, при наличии активных жителей этого города, я думаю, результат будет неплохой. Даже если, скажем так, мы не попадем в финансирование, то эти работы не пропадут, они все равно будут рано или поздно реализованы. По итогам двухнедельного социологического анкетирования среди жителей нашего города стало ясно, что в первую очередь благоустроить необходимо летний парк за Дворцом культуры, вернее, всю его территорию. Мы в качестве наших задач здесь ставим проработку, постановку задач с населением, потому что население – это наш заказчик. Население нам, соответственно, какие-то условия ставит, что они хотят видеть на этой территории, как они видят развитие, какое событийное наполнение будет на этой территории. А мы, соответственно, как исполнители, как проектировщики, будем стараться выполнять их пожелания и претворять все это в проект, в графику, в картосхемы и так далее. В работе совещания приняли участие органы власти, бизнес-сообщества, руководители градообразующих предприятий и организаций, представители молодежного парламента и просто активные жители города. Это только первая ласточка, можно сказать. Понять механизмы и участвовать дальше в федеральных конкурсах. Вот сегодня чего мы добиваемся. Ну а в первую очередь учесть пожелания наших дорогих горожан. Наша задача более тесно вместе с горожанами наш город привести до комфортного условия проживания. Так она, программа-то и называется «Комфортная городская среда». Архитекторы и эксперты в области общественных пространств предоставили возможность каждому внести свои предложения. Мне хочется предложить сделать хорошую концертную площадку, современную, с оборудованием, с конструкциями, с режиссером, с видеорежиссером, с звукорежиссером, тентованную обязательно. На данной площадке, я считаю, заборов быть не должно. Площадка должна быть открытой, люди должны себя чувствовать свободно. Когда есть забор, это границы. Вызывает беспокойство состояние стелы. Вот, ее нужно как-то либо реконструировать, либо отремонтировать. Нам хотелось бы, чтобы она вместе с реконструкцией какой-то этой стелы была организована подсветка снизу. Это было бы намного эффектнее. Всем присутствующим также было предложено ландшафтно указать размещение будущих объектов на обусловленной территории. Насчет парков. Всю левую часть, смотрим сюда, да? Вот Карл Маркс в угол, вот пельменная. Всю левую часть, эту клумбу убрать. И с дороги сделать с Карла Маркса съезд за заднюю часть дворца и полностью до конца здания аж параллельно сделать автостоянку.
Пожелания и предложения выслушаны. Теперь архитекторам предстоит нелегкая задача – создать современный креативный проект благоустройства территории парка. Марина Баринова, Вениамин Григорьев, Павел Павлов. Вести недели. Причины возникновения пожаров и их последствия. Эту тему с учащимися 6-7 классов 7 школы обсудили сотрудники пожарной охраны и добровольного пожарного общества. Об этом Ирина Константинова. На уроках ОБЖ дети хорошо изучили материал по пожарной безопасности. Но одно дело, когда рассказывает учитель, и совсем другое, когда в гости в класс приходит пожарный инспектор. Вот и сегодня беседовали ребята о правилах обращения с огнем. Внимательно слушая, задавали вопросы. Интересовались об учебных заведениях, где можно получить специализированное обучение и стать пожарным. Сегодня, когда с нами разговаривали, нам привели случаи из жизни девочки города Канаш, которая... у которой загорелось платье. После этой ситуации я задумалась о том, что нужно все-таки быть внимательнее и осторожней. Сама беседа, она проходила в роли диалога, то есть мы общались вживую. Я задал вопросы, они отвечали, никто не стеснялся. Участились у нас случаи в городе Канаш, что причиной пожара является небрежно, то есть детская шалость. Но многие считают, что в этом виноваты дети, но на самом деле виноваты родители, которые оставляют их одних в квартирах, так как дети, они маленькие, они в основном подражают родителям. То есть если они видят, как человек поджигает газовую плиту, они, находясь одни, они пытаются это повторить. Берут в руки спички, поджигают. Совет родителям: не оставляйте детей одних, при этом прячьте спички, любое недоступное для них место, любые спички, не горючие вещества. Также следует с ними проводить индивидуальные беседы. В беседе с ребятами приняла участие инструктор Канашского межтерриториального отделения Всероссийского добровольческого пожарного общества Вера Лаврова. Она особо проинструктировала, что в нестандартных ситуациях ребятам не следует паниковать, вспомнив наставления взрослых принимать правильные решения. Хорошо освоили ребята урок о видах огнетушителей и их применении. Виды огнетушителей порошковые, пенные и углекислотные. Благодаря инструктору он нам объяснил, как поступать в мерах предосторожности, когда мы что-то подожгли или когда идет пожар. По данным МЧС России, только в прошлом году произошло более 110 тысяч пожаров, на которых погибло более 300 детей. Специалисты подтверждают лучший способ предупреждения пожара – профилактика. Сегодня как раз был такой день, когда они могли непосредственно с инспектором МЧС поговорить о тех ситуациях, которые возможны в нашей жизни, узнать о правилах поведения, дополнительно повторить эти правила. В плане работы классного руководителя всегда, прежде чем даже уйти на каникулярное время, мы проводим технику безопасности, повторяя все правила поведения детей, даже находясь дома, находясь в общественном месте, как стоит поступить в сложившейся ситуации. Поэтому дети осведомлены, и я надеюсь, что в их жизни ничего такого не произойдет. Ирина Константинова, Илья Сергеев, Павел Павлов. Вести недели. В 2018 году в образовательных учреждениях города созданы кибердружины. Перед ними поставлена задача мониторинга сети интернет с целью выявления запрещенных законом материалов экстремистского и террористического характера. С представителями киберотряда встретилась заместитель главы администрации Валентина Дмитриева. Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь. И мы сегодня ее уже не представляем без компьютеров, телефонов и других гаджетов. Этим пользуются злоумышленники, которые своими противоправными действиями причиняют ущерб человеку и государству в целом. Очень важно, что мы создали вот эту кибердружину на территории нашего города. И будем надеяться, что та негативная информация, которая распространяется через сеть интернет, она уменьшится с нашей помощью. И для подрастающего поколения, наверное, лучше будет, если через СМИ будет идти самое полезное для их развития информация. Думаю, что именно вы, люди продвинутые, люди, умеющие работать с подрастающим поколением, с молодежью, поможете продвигать наши идеи вот такие.
В семинаре принял участие главный специалист-эксперт управления Роскомнадзора по Чувашской республике Александр Чеботарев. Он обратил особое внимание на алгоритм действий при выявлении противоправного контента в сети интернет. В первую очередь прошу вас принять меры, в первую очередь, конечно, это надзорных органов и полиции, прокуратуры, для осведомления их о том, что за некоторые вещи могут быть преступления и что их могут вовлечь в эту деятельность. Тут я хочу повторить и для вас, как говорится, акцентировать на это внимание. Почему я так говорю? Непосредственно работал по блокированию массы материалов экстремистского характера, и действительно эти материалы, они подготовлены настолько интересно, что могут завлечь людей, которые даже будут с этим бороться. То есть внимательно следите за людьми, с которыми вы работаете, чтобы они сами не ушли в эту сеть. Это очень важно. Почему этим занимается обычно у нас полиция? Это хорошо, конечно, что у нас граждане будут заниматься, но все-таки прошу вас на этом акцентировать внимание. Информация о выявленных материалах обязательно должна передаваться в полицию. Александр Дмитриевич акцентировал на действенность подобных запрещенных сайтов. Действительно, есть именно террористического и экстремистского характера материалы, они действительно воздействуют на людей, на взрослых, то есть и на 30-летних, и на 40, и на 50, и на пожилых людей. Это действительно очень серьезно подготовленный материал, о чем вам сегодня, уверен, расскажут. Вот прошу вас в первую очередь рассказывать людям о том, что на них это может повлиять. Второе. Нельзя забывать про то, что если вы в интернете что-то выискиваете, то в интернете могут найти вас. Об этом тоже нужно иметь понимание, поэтому ни в коем случае в контакт с кем-то, кто занимается противоправной деятельностью, вступать не нужно. Почему? Потому что эти люди найдут вас, возможно, и появятся более серьезные проблемы. Это из рекомендаций. Ну и третье. В сети интернет на самом деле очень много контента. Объясню вам, почему сейчас идет такая борьба усиленная. В сети интернет слишком много появилось всего, что несовершеннолетних в данный момент, то есть разрушает их психическое поведение, разрушает их как личности, меняет людей в плохую сторону. Вот именно по причине того, что этого стало слишком много, от этого надо избавляться, уже подключаются обычные граждане. Потому что полиция все абсолютно проверить не сможет. А обычные люди, которые каждый день пользуются интернетом, они это видят, но не знают, куда нужно сообщать или как с этим можно бороться, не знают о простейших способах, как себя защитить. Вот я надеюсь на то, что кибердружены в данном случае поможет, обучит людей, каких-то, хотя бы тех, кто будет этим заниматься. Преступления, совершенные через интернет, выявляются. Об этом сообщили представители полиции и прокуратуры. И уже имеются цифры и своя статистика. Важны также психологические аспекты интернет-зависимости. Особенно от этого страдают несовершеннолетние. Оградить от негативной информации в интернете – это первое, за что должны взяться родители. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Павел Павлов, администрация. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. И Татьянин день стал официальным университетским днем. В те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов. Праздник отметили во Дворце культуры города Канаша. Танцевальный студенческий фестиваль собрал всех учащихся города. Валентина Дмитриева, поздравляя с праздником, отметила, что обучающаяся молодежь – это надежное будущее страны. Студенты, так было и, наверное, так будет, всегда являлись самой инициативной и активной частью молодого поколения. Вы всегда занимаете активную жизненную позицию. Вас интересует не только собственное будущее, но будущее всего государства. Ваша молодость, ваша решительность, подкрепленные вашими прочными знаниями, помогут вам реализовать ваши многочисленные таланты и способности. Каждое учебное заведение имеет своих фаворитов, своих талантливых, инициативных, творческих, почти артистов. Педагогический, медицинский, финансовый колледжи, транспортно-энергетический, строительный техникумы. Ребята выполнили домашнее задание фестиваля, подготовили визитку команды. Daydream, trying to see what they see.
Наряду с современными танцами были русские народные. Благодарственные письма за участие вручили каждой команде. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Павел Павлов, Дворец культуры. На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. Каждый из нас точно знает, что покупать товары проще и дешевле в больших гипермаркетах, чей ассортимент позволяет приобрести не только продукты питания, а также хозяйственные товары и бытовую технику. «Светофор» – один из представителей крупных гипермаркетов нашего города, и его предложения все чаще привлекают покупателей новизной ассортимента. Мы частенько сюда приезжаем, заезжаем. Хороший очень магазин, нам нравится. Всей семьей бывает, с детьми, с внуками приходим. Откуда? Для родственников из Татарии приезжаем, из соседней республики. Спасибо, что товар хороший и доступный. Существующие акции позволяют посетителям покупать товары с ощутимой скидкой. Мне очень нравится этот магазин «Светофор». Мы сюда приходим часто, потому что цены низкие по сравнению с другими магазинами. Выбор лучше намного. Гипермаркет «Светофор» также предлагает порадовать своих деток к Новому году вкусными сладкими подарками. Всего за 199 рублей 90 копеек за килограмм. Гипермаркет «Светофор» предлагает огромный ассортимент по выгодным ценам. Приходите за умными покупками, экономьте вместе с нами. Хотите недорого, качественно и быстро оформить недвижимость? БТИ Канашского района это сделает для вас. У нас 15-летний опыт работы в сфере кадастровой деятельности. Высокопрофессиональный инженерный состав, 9 кадастровых инженеров. Большой опыт работы во всех отраслях кадастровой деятельности. Техническая инвентаризация, геодезия, картография, топография, межевание, территориальное планирование, установка охранных зон. Мы работаем с современным спутниковым оборудованием. Имеются лицензии на геодезию и кадастровую деятельность. Все кадастровые инженеры являются членами СРО. Предприятие состоит в СРО с допуском к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства. Имеется аккредитация на работы в области технической инвентаризации. Работаем на территории города Канаша, Канашского района, Чувашской республики в целом и за ее пределами. С нами сотрудничают «Газпром», газораспределение Чебоксары, Российские железные дороги, строительный трест номер 3, Промтрактор Вагон, Чувашэнерго, Сбербанк и другие. Приглашаем вас к сотрудничеству. Заявки принимаются по адресу город Канаш, улица Железнодорожная, дом 89, Центр кадастрового обслуживания. Телефоны 4 18 61 2 53 10.